Эту переписку с некой российской компанией, предлагавшей слетать на один день в якобы безопасную зону так называемых ЛНР и ДНР, выложил на своей странице в Фейсбуке блогер Алишер Еликбаев. Заказчик уверяет, что гостю в случае согласия не понадобится никого хвалить и к чему-то призывать, однако нужно будет поддержать жителей захваченных регионов и российских бойцов. Платить обещают хорошо, перелет, размещение и охрана – все от принимающей стороны. В безопасной зоне у блогера будет свободное передвижение под охраной военных. Также, если блогер захочет, мы договоримся о сопровождении блогера ближе к передовой, вместе с одним из подразделений. Также мы можем подстроиться под желание блогера. По словам Еликбаева, компания, от которой пришло предложение, работает на российском рынке уже давно. Прежде ее представители не раз контактировали с его рекламным менеджером по другим коммерческим проектам, связанным с продвижением в социальных сетях. Надо сказать, что одна из публикаций в Инстаграме у Еликбаева стоит свыше $7000. За блог-тур в так называемые народные республики заказчик готов платить и больше. Они готовы были обсуждать цену путем повышения ставок и все остальное, но это было бесполезно в нашем случае, потому что мы сразу отказались. Почему вы отказались? Потому что мы поддерживаем Украину. Конкретно я и мой менеджер по рекламе. Алишер Еликбаев не единственный, кому в Казахстане приходило аналогичное предложение. Блогер уверен, что далеко не у всех из них столь же принципиальная позиция по войне в Украине. А если учесть, что заказчик гарантирует безопасность и готов повышать ставки, желающие в любом случае найдутся, считает Еликбаев. Надо учитывать, что в Казахстане проживает достаточно большое количество людей, которые в данной войне поддерживают Путина и поддерживают Российскую Федерацию. И это не маленький процент людей, чтобы вы понимали. И поэтому эти люди просто станут на несколько тысяч долларов богаче, и все. Конечно, они столкнутся с каким-то количеством хейта в социальных сетях, но по большинству таких подобных случаев я знаю, что особых проблем не будет у них. Примечательно, что предложение посетить оккупированные территории Украины казахстанским блогерам пришло накануне официального визита в Астану Владимира Путина. Еликбаев не исключает, что это взаимосвязанные вещи. Сам блогер полагает, что информационная поддержка властям аннексированных областей понадобилась для создания положительного образа вооруженных сепаратистов, действующих на захваченных украинских территориях. Связаться с российской компанией, приглашающей казахстанских блогеров в тур по аннексированным территориям, нам не удалось.